Таджикистан. Добро пожаловать в солнечный Таджикистан. Добро пожаловать в рай на земле, где с наступлением рассвета лучи солнца расстеляются, превращая в сказку горные реки, живописные озера, кристально чистые родники и вечно поющие водопады. Таджикистан, как сокровищница прозрачных и бирюзовых источников, неповторимой природы и величественных гор, привлекает многочисленных туристов со всех уголков мира. Искандар-Куль – одно из красивейших горных озер страны, который восхищает нас не только своим великолепием, но и красивыми легендами. Хафткуль – 7 озер. Обобщенно называют каскад из горных озер Маргузорские озера. 7 красавиц, имеющиеся разные цвета, очаровывают и приковывают взоры туристов и путешественников. Дорога к этим жемчужинам Фанских гор завораживает прекрасными пейзажами, оставляя в памяти яркие и незабываемые впечатления. В объятиях снежных гор Мургабского района раскинулось озеро Каракуль, которое является одним из крупнейших озер Таджикистана. Волны этого высокогорного озера весьма благоприятны для проведения здесь в летнее время соревнования по парусному и гребному видам спорта регаты. В Таджикистане 200 минеральных и терминальных источников, из которых более 70 горячие. Эти целебные источники бьют ключом горячей воды прямо из-под земли. Возле них построены санатории и здравницы. Так, в санатории Гармчашма успешно лечат кожные заболевания. В здравнице Авч – глазные болезни. В Шамбари, Биби Фатима Зухра, Обигарм и других санаториях созданы благоприятные условия для полноценного отдыха и лечения сотен других недугов. Каждый гость, приехавший в Таджикистан, может сначала остановиться в столичной 5-звездочной гостинице, отвечающей всем мировым стандартам. Затем можно выехать в любой регион страны, где построены современные гостиничные комплексы и туристические базы. Только наслаждение уникальным горным ландшафтом уже придает стимул и вызывает чувство умиротворения и восхищения. 93% территории Таджикистана занимают горы. Популярными видами горного туризма в стране являются альпинизм, скалолазание, экстремальный туризм и другие. Многие альпинисты приезжают в страну, чтобы совершить восхождение на пик Исмоили-Сомони, высота которого составляет 7495 метров над уровнем моря. Альпинисты покоряют одну за другой легендарные пики Таджикистана. Туристы поражаются красотой живописных уголков этого горного края и удивительно красивой природой этой поистине сказочной страны. Во все времена года вершины гор покрыты вечными снегами. Даже в знойное лето они украшают эти горные исполины своей серебристой белизной. А если мы находимся высоко в горах, то ощущаем, как здесь продолжает царствовать холодная зима. Весной, летом и осенью в горах особенно красиво. Нас восхищает завораживающая природа и величие могучих вершин и хребтов. Ледник Фетченко. Ледники – огромное богатство Таджикистана, так как они являются не только хранилищами пресной воды, но и регуляторами речного стока и климата. Ежегодно большое количество туристов приезжает, чтобы воочию увидеть один из самых крупных ледников Центральной Азии – ледник Фетченко. Длина его составляет 77 километров, площадь ледника свыше 650 квадратных метров. Максимальная толщина льда 1 километр, ширина составляет 3-5 километров. Ледник Фетченко является самым большим горно-долинным ледником в мире. Он включен в Книгу рекордов о Земле. Для любителей исторических достопримечательностей в Таджикистане сосредоточено большое количество древних крепостей и историко-культурных памятников.
Саразм является одним из древнейших памятников истории, свидетельствует о развитии градостроительства Центральной Азии. В 2010 году Саразм был включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешествуя по этому месту с историей в 5500 лет, туристы знакомятся с бытом и в целом с цивилизацией таджикского народа. Древний Гисар, которому 3000 лет, и Гисарская крепость, входящая в уникальный историко-культурный заповедник, вызывает особый интерес у туристов. Крепость Холбук – археологический комплекс, относящийся к IX-XI векам, хранит в себе множество интересных легенд и преданий. Подобно этому памятнику, в Таджикистане сохранились сотни других исторических крепостей и городищ, которые в те исторические времена имели свои особенности быта. Альпинистическая туристическая база Артуч расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря в долине реки Артуч в 72 километрах от Пенджикента. В настоящее время база работает каждый год с мая по октябрь. На территории построено несколько коттеджных и блочных домов. Лагерь располагает собственным транспортом и оказывает услуги по перевозке туристов и альпинистов. Красивые горные пейзажи окрестностей базы Артуч привлекают внимание каждого, кто приезжает в этот живописный уголок Таджикистана. Туристические маршруты пролегают к озерам Искандер-Куль, Кули-Калон, Алу-Видин, Алло и другим. В туристический сезон в различных регионах Таджикистана создают отдельные уголки для отдыха путешественников с тем, чтобы они смогли остановиться в красивых горных местах возле родников, озер и рек. Посещение специальных палаточных лагерей – это незабываемые романтические поездки для туристов, которые они с нетерпением ждут. В Таджикистане сохранены редкие виды животных, большинство из которых занесены в Красную книгу Таджикистана, в том числе снежный барс, горный архар, Марко Поло, винторогий козел, а также редкие виды птиц. Безусловно, разнообразная фауна и флора Таджикистана впечатляет туристов и путешественников. Экотуризм, в особенности охота в стране, популярна среди туристов. Охота ведется на основе законодательства Республики Таджикистан и в соответствии с лицензией для отстрела диких животных. Агротуризм. Еще одно современное направление для иностранных туристов, которое успешно развивается в Таджикистане. В сезон сбора урожая туристы не только наслаждаются изобилием фруктов, но и сами участвуют в сборе солнечных плодов и получают удовольствие от их отменного вкуса. Таджикистан славится своими сладкими, сочными и экологически чистыми фруктами. Дары природы этой сказочной страны пользуются большим спросом далеко за пределами Таджикистана. Осенью, в период завершения сельскохозяйственных работ и сбора урожая, в стране отмечается один из древнейших праздников таджикского народа – Мехргон. В корне слова «мехргон» стоит слово «мехр», что означает любовь, свет, искренность. Все на то, в чем зарождается национальный характер таджиков. Мехргон, как и другие национальные праздники таджиков, является составной частью мировой культуры. В гостях в Таджикистане вы обязательно отведайте национальные блюда. Оши палау включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Таджикистане плов считается частью общего культурного наследия. В стране существует около 200 различных вариаций этого таджикского блюда.
Если во время празднования лучезарного Навруза вы окажетесь в Таджикистане, то у вас появится возможность ознакомиться с красивыми традициями, обрядами и национальными ремеслами таджиков. Древнему празднику Навруз 6000 лет. Навруз включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. С тех пор этот благословенный праздник отмечают народы многих стран. Для ознакомления с различными ремеслами в регионах Таджикистана можно встретиться с мастерами и умельцами, каждый из которых по-своему уникален. Таджикистан привлекателен для туристов своей природой и богатым культурным наследием. Атлас и адрас – это не только модная ткань, но и неотъемлемый атрибут национальной таджикской одежды. Наряды из атласа и адраса популярны не только среди таджикских женщин самых разных возрастов, но и пользуются особым спросом и у иностранных гостей. Атлас и адрас производят на предприятиях, ткацких цехах и ремесленных мастерских. Чакан представляет собой вышивание узоров и символических рисунков на хлопковых и шелковых тканях. Вышивка чакан используется для украшения одежды и других изделий. Узоры представляют собой символические изображения, связанные с окружающей средой, олицетворяя надежды и стремления людей. Таджикское искусство вышивания чакан внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Туристы с большим удовольствием вместе с мастерицами принимают участие в процессе вышивки. На память приобретают национальные сувениры и изделия. Благоприятные климатические условия горнолыжного курорта Сафед-Дара делают этот живописный уголок Таджикистана уникальным местом для отдыха и развития зимних видов спорта. Преимуществом этого курорта является компактное расположение объектов сервиса на территории. Кроме того, здесь можно организовывать банкеты. А когда вы приедете в столицу Таджикистана Душанбе, то от великолепия и красоты этого города вы испытаете еще больше приятных ощущений. Кохи-Навруз – грандиозный объект, который создан в период независимости. Комплекс поистине является жемчужиной Душанбе и уникальным мировым шедевром. Кохи-Навруз выполнен в духе национальных орнаментов и с применением драгоценных и декоративных камней, искусственной росписи и резьбы по дереву таджикских мастеров. Архитектурный облик дворца отражает все направления национальной культуры таджикского народа, которая уходит своими корнями вглубь веков. Во время путешествия по горным маршрутам туристы знакомятся не только с неповторимой природой сказочного края и достопримечательностями города Душанбе и в целом всего Таджикистана, но и с легендами и притчами, которые богат каждый регион страны. Таджикистан – жемчужина Востока.